Приветствую всех. А мне интересно, много людей в Абхазии верит в ту байку, что Россия открыла этот аэропорт в Бабушерах, типа, чтобы заботиться о местном населении и местном бизнесе. Находящийся в минеральных водах так называемый президент Гумба представил макет завершенного аэропорта. Из проекта видно, что территория аэропорта планируется присоединение участков, на которых сейчас живут люди. Ну, там российский куратор, которым всем этим заправляет, решил, что этих людей надо оттуда просто убрать и все. Для рядового абхаза путешествие на самолете практически невозможно. Вы вообще цены видели? Вот, например, из Сургута в Сухум $700. Мне интересно, это кто может себе позволить заплатить $700? Это не то, что среднестатистический абхаз, да и русский не может себе позволить $700. Вот сравним вот с аэропортом Кутаиси. Афины $36, Абу-Даби, Дортмунд $47, Вена $55. Вот такие цены должны быть, а не $700. Подтверждением этого является обсуждение субсидированного проекта со стороны России, поскольку аэропорт не имеет коммерческой целесообразности. Ну, сами понимаете, в неделю 3 самолета поднимаются в воздух. Какую прибыль он должен принести в регион? Пропаганда часто утверждает, что аэропорт придет к росту числа так называемых туристов из России, но никто не объясняет, каким образом. Билет из той же Москвы стоит $400. Это просто уму непостижимо. Кто будет платить за Абхазию такие деньги? Из всего этого ясно, что российский турист, у которого есть достаточно денег, чтобы прилететь в оккупированный Сухум, вряд ли поедет туда, где могут избить за шорты, отобрать деньги, криминалы или полиция та же. Очевидно, что аэропорт не приведет к увеличению туристов. Абхазия остается надеяться на однодневные Сочи бедных российских туристов. Единственная цель аэропорта в оккупированной Абхазии – упростить передвижение для тысячи богатых россиян, заселившихся после строительства так называемых апартаментов. Вот для них этот аэропорт прям нужен и нужен. Это не имеет ничего общего с благосостоянием местного населения. Они для себя, богатые русские, построили себе аэропорт. И плюс еще у этого аэропорта есть военная составляющая. Россия ее рассматривает как военный аэропорт. В случае чего, чтобы она могла оттуда использовать его для своей авиационной техники. Все. Так что вот это мнимое братство и мнимая забота, это все фигня, поверьте мне.